Здравствуйте, в студии Надежда Саханская. Вы смотрите программу «Актуальное интервью». Первыми, кто охраняет покой граждан в месте расположения дома, это участковые уполномоченные полиции. В поле зрения участкового попадают все конфликты и неурядицы жильцов веренного участка. Хороший участковый должен знать в лицо всех своих подопечных, шумных соседей, граждан, которые ведут асоциальный образ жизни. Одним словом, всех нарушителей общественного порядка. Как работают участковые полиции региона, расскажет наш сегодняшний гость. Михаил Иванов, начальник отдела по организации и деятельности участковых уполномоченных полиции и ПДН МВД по Якутии. Михаил Григорьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, с какими же достижениями завершили 2021 год участковые уполномоченные полиции? 2021 год участковые уполномоченные полиции республики закрыли с положительными не цифрами, а результатами, да, оперативно-служебной деятельности. Так ими раскрывается около 25% всех преступлений, совершенных на территории республики. Ну, то есть каждое четвертое преступление именно раскрывается нашими участковыми. Тогда давайте поговорим с вами о статистике. Какова статистика преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения? Ну, состояние алкогольного опьянения, к сожалению, у нас в республике удельный вес очень большой. Почти, можно сказать, каждое третье преступление, это особенно против личности, да, жизни и здоровья граждан, совершается у нас в состоянии алкогольного опьянения. Но мы 2021 год закрыли чуть-чуть со снижением, но тем не менее у нас по сравнению с другими регионами Российской Федерации удельный вес очень большой. Практически, вот, как я уже озвучил, почти каждое третье преступление у нас совершается в состоянии алкогольного опьянения. У нас в республике это очень большая проблема, именно, да, то, что люди злоупотребляют и потом уже идут на конфликт с законом. Это может быть и тяжкие телесные повреждения, против собственности, воруют, грабят. В основном такие преступления совершаются. Скажите, а насколько часты бытовые правонарушения и преступления? Ну, бытовые преступления у нас тоже мы закрыли год с небольшим снижением, но в том числе тяжкие, вот, да, допустим, это тяжкие вред здоровью, убийства у нас, к сожалению, произошел незначительный рост. 77 преступлений, да, вот, ну, именно тяжкий вред здоровью и убийства совершены именно по бытовым мотивам. Это бытовой мотив, это считается, когда это родственники, либо же, если конфликт произошел в сфере коммунально-жилищного спора какого-то, это считается бытовым мотивом. Михаил Григорьевич, согласитесь, бывают такие случаи, когда нарушают покой шумные соседи после положенного часа. Что делать в этом случае? Может быть, есть какой-то алгоритм для граждан? Так, да, это у нас очень большая проблема, особенно вот в наших больших городах республики, да, в многоквартирных жилых домах бывает частенько, да, обращаются граждане. Но тут я хочу пояснить, что сотрудники полиции не уполномочены составлять административные протокола по Кодексу об административных правонарушениях Республики Саха-Якутия. То есть мы по вызову приезжаем, собираем материал, заявление, поднимаемся, спускаемся к соседям, которые шумят, проводим профилактическую беседу, и материалы собранные мы направляем по подведомственности административную комиссию муниципального образования. Они уполномочены составлять и уже привлекать гражданина к ответственности. Хочу, вот, ну, алгоритм, вот как я уже вкратце озвучил, да, вызывает, мы собираем материал и направляем в административную комиссию. По временным же промежуткам у нас в будние дни шуметь нельзя с 7 утра до часу дня, с часу до 3 тоже тишина должна соблюдаться, то есть в обеденное время, да, и с 9 часов вечера. А будни, выходные, праздничные дни, эти промежутки у нас более, ну,
так скажем, длиннее, допустим, уже до 10 часов вечера. Мы Тогда, начинаем. если после положенного вечернего часа соседи начинают шуметь, вечеринка идет в самом разгаре, но она, естественно, мешает соседям, кому в этом случае обращаться? К участковому или уже звонить в отделение? Звонить 102. Мы обязательно реагируем, приезжаем по вызову, собираем материал. Во многих населенных пунктах также отсутствуют участковые уполномоченные полиции. С чем это связано? Так, по нашему ведомственному приказу МВД России от 2014 года четко, ясно там определены критерии, сколько участковых положено, да. По этим критериям в городских населениях это на 2800-3000 населения один участковый предусмотрен, а в сельских же поселениях от 1000. То есть один участковый может обслуживать от 2 и более населенных пунктов. К нам частенько такие обращения поступают от местных глав населенных пунктов, депутатов, что вот там-то необходимо предусмотреть штат участковых. Мы такие обращения внимательно рассматриваем. Если там криминальная обстановка, да, действительно требует постоянного нахождения участкового, и как обычно бывает, да, он является единственным представителем власти, допустим, да, правоохранительной направленности, мы дислоцируем с постоянной дислокацией, особенно в труднодоступных населенных пунктах, где вот весеннее, осеннее время нету дороги. В деревнях, где население от 500 до 1000, да, допустим, участковый не предусматривается. То есть участковый будет находиться в соседней деревне, и он по приказу будет закреплен за несколькими деревнями. И он ежемесячно должен с профилактическими мероприятиями посетить вот, закрепленные свои населенные пункты. Мы это постоянно держим на контроле, и участковый на сегодняшний день справляется. В таких населенных пунктах могут ли образовываться добровольные народные дружины или какие-нибудь бригады, чтобы поддерживать порядок на добровольных началах? Обязательно. Действует федеральный закон о добровольных народных дружинах. Правительство Республики Саха-Якутия с прошлого года на это дело финансирует. Час работы — это 100 рублей народного дружинника. Главы администраций тоже должны подключаться, создавать такой костяк добровольных народных дружин для поддержания общественного порядка в своем населенном пункте. И также у нас еще предусмотрен такой институт, как внештатные сотрудники полиции, то есть которые непосредственно должны стать помощниками для участковых. Это все оформляется приказом начальника тероргана, выдается служебное удостоверение, и внештатный сотрудник полиции, где нет участкового уполномоченного полиции, должен стать помощником. Также в последнее время началось усиление проверки у владельцев оружия. Расскажите немного об этом. По указу президента нашей страны Владимира Владимировича Путина с декабря 2021 года мы начали совместно с Росгвардией проверку всех владельцев огнестрельного оружия. То есть в этом году мы должны проверить 100% всех владельцев огнестрельного оружия. Все знают, наверное, да, что в прошлом году у нас очень такие громкие преступления произошли с применением огнестрельного оружия. В связи с этим должны мы всех охватить проверками. Поэтому население я призываю, да, отнестись с пониманием. Если кто-то зарегистрирован, допустим, в одном адресе и проживает в другом, то должен сам выйти в Росгвардию или же участковому и показать свое оружие, что он в наличии и хранится соответствующим образом. Также каждый день МВД сообщает о случаях дистанционного мошенничества. Какую работу профилактическую проводят участковые в этой связи? Только за 2021 год у нас зарегистрировано около 2800 таких фактов. Население республики мошенникам направило
более 292 миллионов рублей. Представляете, да, сколько это сумма? Такие преступления раскрывать, сами знаете, да, очень кропотливая работа, занимает не один день, месяц, да. Эти преступления в основном совершаются с других регионов, даже с других государств, поэтому очень много времени занимает кропотливая работа оперативных служб. Поэтому тут надо профилактировать, чтобы наши граждане не попадали на уловки мошенничеств. В основном вот сейчас участились случаи так называемых инвестиций, лже-сайтах. Это Тинькофф банк, Газпром. Находят в Инстаграме, в соцсетях, всплывающие окна же выходят там. Вложите столько-то денег, получите через определенное время столько-то. Люди верят, думают, что это настоящие сайты и что мошенники их не коснутся. Берут, оформляют кредиты на свое имя и направляют мошенникам. Бывают случаи, когда люди направляют большие суммы, до 5 миллионов, а кредиты оформляются на свое имя. Эта проблема у нас есть. Каждый день на такие уловки наши, к сожалению, граждане попадаются. Поэтому, вот, пользуясь случаем, призываю граждан быть очень-очень осторожными, не доверять всяким непонятным лже-сайтам, да. Михаил Григорьевич, и напоследок скажите, что же больше всего волнует представителей службы участковых уполномоченных полиции? Таковых проблем у нас нету. Мы все в рабочем порядке решаем эти вопросы, да. Но есть в определенных районах, допустим, для участковых, проблемы с жильем не предоставляет, допустим, администрация или наш территориальный орган, вынуждены арендовать и работать. Материально-технически, как говорится. А так, со стороны Министерства внутренних дел Российской Федерации и с нашей же стороны, от нашего руководства, вся необходимая поддержка есть. Автотранспортом обеспечено, компьютерами, оргтехникой, радиостанциями, сотовыми телефонами, которые оплачивает также наше министерство. То есть связью обеспечено не полностью. Благодарю вас, Михаил Григорьевич, за то, что согласились стать нашим сегодняшним гостем. Позвольте поздравить вас с праздником и пожелать Спасибо. крепкого здоровья. Спасибо. Напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя. До встречи.